Больше 2 миллионов рублей из республиканского бюджета ушло на капитальный ремонт школы по конному спорту. Сегодня здесь на финишной прямой работы по замене кровли. Так что эту зиму местное поголовье встретит в обновленной конюшне. Вздохнуть спокойно смогут и спортсмены, и тренеры, а главное ветеринар. Почему, знает Виктория Палкина. Погода в доме, точнее в деннике, для лошади так же важна, как и температура на улице. Здесь уют создают и работники спортивной школы, и сами спортсмены. Юные наездники знают, что чистота – залог здоровья их копытных любимцев. Это очень важно для лошади, потому что от этого зависит ее здоровье, и как физическое, так и психологическое, потому что гораздо лучше же стоять в чистом и убранном деннике. Также это влияет на копыта лошади. Обязательно надо белить денники, чтобы все было чистенько и аккуратно. Если на новой конюшне следить за чистотой несложно, то в старых помещениях в последние годы это было просто невозможно. Ремонта здесь не было больше 20 лет. В конце 90-х еще и пожар повредил кровлю. Крышу, конечно, латали как могли, но в школе понимали, без капитального ремонта пережить эту зиму будет очень сложно. Крыша была достаточно прохудившаяся. До этого был уложен шифер. Он, честно говоря, уже текла откровенно, прямо на голову лошадям, была повышенная влажность, и, соответственно, стены промерзали. Некомфортно было ни лошадям находиться там, ни людям работать. Если крыша сделана только наполовину, то внутри подрядчик уже закончил все работы. Новые окна, полы и ворота. Все это точно будет держать тепло в доме для 40 лошадей. Пока на время ремонта местных скакунов уплотнили, но такое соседство их сильно не расстраивает. А вот тренерам все же есть за что переживать. Сена, по словам администрации учреждения, хватит до февраля. Здесь бы и рады пополнить запасы твердых кормов, но закупить необходимые объемы сложно. У нас в Республике Коми много частных, получается, предпринимателей, которые не работают они работают с наличным расчетом, а наша школа работает по безналичному расчету. Подскочили цены и на комбикорм, поэтому лошадям немного изменили зимнее меню. Экономить здесь нельзя. В холодное время года питание должно быть полноценным. В этом году решили попробовать такой, как называется, подсолнечный луковый жмых. Очень хорошая добавка для копыт, для шерсти. И плюс как бы к основному корму для основных лошадей, которым нужна какая-то подпитка, очень хорошая подкормка. И овес, основное кормление лошадям, тоже стараемся не просто давать цельный, потому что он не очень хорошо усваивается. У нас плющилка есть специальная. Тогда корм усваивается намного лучше и его тратится намного меньше. То есть лошади хорошо его переваривают. Впрочем, сезонные трудности на тренировочный процесс не влияют. В спортивной школе сегодня занимаются почти 100 воспитанников. И лошади, и наездники уже ждут новоселья. Все работы подрядчик должен закончить в середине декабря. Виктория Палкина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.